В Бишкеке с сентября начала работать юридическая академия прокуратуры. Сейчас в учебном центре получают знания больше 200 студентов. Они станут первыми выпускниками. Торжественное же открытие учебного заведения прошло с участием главы государства Садыра Джапарова. После официального открытия Садыр Джапаров полностью ознакомился со всем учебным зданием. Он стал одним из первых, кто оставил запись в книге пожеланий юридической академии. В академии всего 2 факультета по нескольким направлениям. Все студенты – это первокурсники, которые готовы 5 лет усердно учиться, чтобы в будущем защищать права обычных граждан и бороться с преступностью. Поступила сюда, потому что считаю за прокуратурой будущее. С детства очень нравится вот эта деятельность юридическая. Я с самого детства увлекалась этой деятельностью. И после окончания юридического колледжа я узнала, что открылась такая академия. Я была очень рада, что у нас тоже открыли такую академию, и решила сюда поступить. Мне хотелось защищать права людей, и надеюсь, я могу осуществить свои мечты, свои цели, а также стать будущим судьей. Сейчас в академии обучаются 252 студента. Многие из них сдали экзамены и находятся на каникулах. У нас 2 факультета – это прокуратура и юридический факультет. Студенты получают образование по 4 направлениям. Это судебная экспертиза, информационная безопасность, прокурорское дело и криминалистика, которая в свою очередь делится еще на 7 направлений. Криминалистика – одно из самых сложных и кропотливых направлений в работе правоохранителей. Здесь важна не только наблюдательность, но и навыки, полученные на многих практических занятиях. В данной лаборатории мы показываем и учим наших студентов о том, как необходимо работать на местах преступления. Например, самым распространенным вещественным доказательством при совершении абсолютно любого преступления являются отпечатки пальцев человека. Поэтому для того, чтобы их изъять, всегда необходимо иметь определенный набор, который позволит нам в начальном процессе выявить эти следы, как я сейчас вам показываю, то есть сделать их видимыми. Затем при помощи, опять же, специальных средств их изъять. Это специальные дактилоскопические пленки, которые позволяют это сделать. Вот таким вот образом. Приобщить к материалам дела и впоследствии отправить на экспертизу. Помимо практических занятий, где студентов будут обучать навыкам криминалистики и ознакомливать с рабочим арсеналом, также будут проходить уроки с иллюстрацией. В данной академии студенты будут обучаться не только теоретической части, но и практической. На первом этаже для них организовано специальное несколько локаций. К примеру, этот объект называется «Сельский дом». Здесь для практикантов устроена специальная локация с определенным преступлением, где они должны искать улики и делать определенный анализ, который затем будет проверять преподавателем. Но это уже вторая комната. Здесь тоже инициировано некое преступление. Есть пострадавший, на полу лежат улики. Под номером 73 лежит пистолет, а под номером 72, соответственно, гильза от него. Студент, придя сюда, анализирует ситуацию, далее полный свой отчет отдает преподавателю, который уже в дальнейшем дает либо недочеты, либо некие замечания. В рамках церемонии открытия юридической академии президент Садыр Джапаров осмотрел современный учебный класс, ознакомился с музеем прокуратуры, посетил библиотеку и криминалистический центр. Далее глава государства встретился с преподавателями и студентами академии. Юридикалық академияның ең негізгі мақсаты Мы надеемся, что благодаря работе этой академии будут устранены недостатки и ошибки в деятельности сотрудников правоохранительных органов. Повысится их эффективность, а знания и практика будут органично сочетаться. Выпускники юридической академии должны овладеть навыками обеспечения верховенства закона, защиты прав и свобод граждан, интересов общества и государства на высоком уровне. Также президент акцентировал, что юридическое образование, полученное в академии, должно стать прочной
основой для уверенного шага каждого выпускника к реальной деятельности, связанной с защитой прав человека. Также у Генеральной прокуратуры появится совершенно новое здание со всеми условиями. Капсулу под ее строительство накануне заложил президент. Здание станет центром для реализации ключевых задач по обеспечению верховенства закона, защите прав граждан, а также укреплению правосудия. Строительство нового здания Генеральной прокуратуры – это важный шаг к улучшению условий труда сотрудников, которые служат закону, борются с преступностью и защищают права граждан. Новое административное здание будет состоять из 7 этажей и общей площадью 20 тысяч квадратных метров, которое будет оснащено современным оборудованием. В здании предусмотрены офисные кабинеты, малые и большие залы, а также двухуровневый подземный паркинг на 200 мест. В здании будут офисные кабинеты, малые и большие залы, а также двухуровневый подземный паркинг. Строительные работы будут проводиться госпредприятием «Кыргызстройсервис» при управлении делами президента. По времени оно займет 2 года. Президент уверен, что новое здание Генеральной прокуратуры станет местом, где будет укрепляться справедливость и порядок в стране. Бүгін біз ошол маанилүү институттун жаңы имаратын куруунун урматына мезгил кутусун салуу үчүн чогулуп отурабыз. Сегодня, закладывая капсулу, мы обращаемся к будущим поколениям, провозглашая, что в новом Кыргызстане правопорядок, закон и справедливость станут основными ценностями нашего государства. Цель государства – создать структуру прокуратуры, которая будет работать во имя благополучия нового Кыргызстана, руководствуясь верховенством закона для каждого гражданина. Жарандардын укугун коргогон кызматкерлердин иштөө шарттарын жакшыртууга жасалган кадам. Основа общества – это закон и справедливость, и усилия сотрудников прокуратуры являются ключевыми факторами стабильности и развития страны, и поэтому государство оказывает поддержку надзорной структуре. Соңку жылдарда прокуратура органдарынын ишин өркүндөтүү үчүн За последние годы проделана значительная работа для улучшения деятельности органов прокуратуры. Благодаря государственной поддержке было построено 111 служебных квартир для сотрудников областных прокуратур Нарынской, Таласской, Ошской и Чуйской областей. Также обновлены здания прокуратур в Таласской области, Чоңалайском и Кочкорском районах, Свердловском районе столиц и Баткенском гарнизоне, которые теперь оснащены современными материально-техническими средствами. Улучшение условий работы и увеличение заработной платы способствует преданности сотрудников своей службе. Биз өлкөбүздүн укуктук системасы мындан ары да өнүгүп, анын борбордук элементи болгон башкы прокуратуранын коомубуздун турмушун мындан ары жакшыртуунун ишенимдүү негизи болуп каларына бекем ишенебиз. На мероприятии президент Садыр Жапаров встретился с ветеранами прокуратуры. Они выразили признательность главе государства за внимание к укреплению правовой системы страны. Ветераны отметили, что это второй случай, когда здание строится специально для прокуратуры, что подчеркивает важность этого института для государства. Малик Аюпов, Ильдар Анарбеков, ЛТР. Итоги недели.